Если вы вдруг усомнились, поставили вы эту отметку, либо не поставили, вы лучше повторите вновь. Казалось бы, зачем специалистам племенного дела нужна компьютерная программа? Конечно, повысить продуктивность коровы или выход телят цифровые технологии не смогут, объясняет доцент Российской академии Татьяна Богданова. Зато ведут правильный племенной учет в хозяйстве с большим поголовьем. Программа «Селекс» учитывает все события каждого животного от самого рождения до выбытия, и среди всех бычков и буренок выделяет самых лучших. Как раз компьютерная программа позволяет учесть все, чтобы не допустить инбридинга, чтобы не допустить родственного спарения. Ни в коем случае, благодаря программным, мы подбираем к стаду коров таким образом, чтобы вот это не случилось. И, естественно, подбор быков происходит таким образом, чтобы улучшить какие-то конкретные качества стадии или конкретное качество какого-то конкретного животного. То есть подбираем быков с учетом экстерьерной оценки, не только с учетом продуктивности удоя, жира и белка. С «Селексом» российские племенники работают уже более 20 лет. Но, как говорит Татьяна Богданова, программа – продукт скоропортящийся. Она постоянно совершенствуется. Поэтому специалистам приходится почти ежегодно повышать свои знания. В Ухтинском племхозе, например, этой программой пользуются уже с 1993 года. Татьяна Чупрова, техник по племенному делу, отмечает, с нововведениями работа еще больше спорится. Допустим, мне там некоторые моменты, да, я не знала, как ими пользоваться, меня научили, и теперь, допустим, какую-то таблицу, над которой я сидела там целый день, я могу ее сделать там за минут 20. В республике порядка 10 хозяйств занимаются разведением племенного скота. В год они животноводческим предприятиям региона поставляют до 300 голов. Аграрии стараются по мере возможности регулярно обновлять свои стада. Молодые и здоровые коровы, как известно, молока дают больше. Из всех факторов, влияющих на рост продуктивности скота, племдело обеспечивает рост примерно на 30%. Но со временем, когда повышается общий уровень продуктивности скота, например, от 3 сейчас до 5 тысяч повышается продуктивность, то роль племенного дела существенно возрастает. Татьяна Богданова племенникова обучает по всей стране. Московский специалист считает, сегодня надо развивать именно наше отечественное племенное дело. Говорит, наш материал лучше, чем импортный. Взять хотя бы холмогорок, которых разводит Ухтинский племхоз. Они адаптированы к северным условиям, неприхотливы в еде, живут дольше и, главное, молоко могут давать даже в течение 10 лет, в то время как изнеженные заграничные буренки всего 2-3 года. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.